короче, а это брат мой, антисеров. Это кто-то поставил его фотку, по-моему. Просто фото его поставил, да. Да. Хайпую, короче. Хайпуешь, да? Ты его рекламируешь, молодец. Хайпую с его темы, да, с его фото, короче. Сейчас много металлолома можно собрать в Украине, наверное. Не, там вообще очень мало металлолома. Всегда было очень. Я же жил в Украине 18 лет. Там, понимаешь, там черного металла много, да, там предприятия, заводы, все распилили. То же самое, как во всем Советском Союзе. А где вы были в Украине? В Киеве. В самом Киеве, да? Понял. Да. А вот этот металл не ценится, техника вот там разбитая? Электроника? Нет, техника есть разбитая там. Нет, это во-первых, это бронированный металл. Он как бы его вывозить нельзя, то есть он как стратегический металл считается, да, то есть и вообще сейчас все виды металла в Украине являются стратегическими, то есть ты на экспорт вывести это не можешь. То есть там разные схемы они делают, такие коррупционные, бандитские, то есть и с помощью этих тем они вылазят. Но если их захотят как бы за шкуру взять, их возьмут. Поэтому этим там занимаются те, кто приближены к Верховной Раде, те, кто делятся там с ними. Вот. Раньше там по Днепру там это чеченцы принимали металл в Турцию, там завод у них там был. Я помню, там довольно сильно там работали они там. Там есть металлургические заводы, у них есть отходы, вот они на Индию отправляют там. Ну, кто эти в темы? Тут просто в Израиле очень много разновидностей металла. То есть в Украине нет такой разновидности в таком количестве, как есть в Израиле. В Израиле очень много промышленности, очень много. Вот прям каждый город, у него своя промышленная зона, огромнейшая, порой даже промышленная зона, она по территории не меньше, чем сам город. И очень много заводов, очень много производства, очень много промышленного производства, очень много алюминия, очень много меди, очень много разных других твердосплавов, потому что здесь очень много военных заводов, вот, авиационных заводов, заводов CNC. Ну, короче, и работы просто валом. А здесь рабочих нету, не хватает. Здесь работы просто валом. И все работы, они высокооплачиваемые. Вот. И поэтому в Украине даже близко такого нету. Близко такого нету. Изобилия в металлах. Вот. И вся эта промышленность в Израиле очень продвигается, очень сильная, она очень такая работает очень хорошо. И поэтому у них очень много отходов. И эти отходы как бы не кончаются. Вот сегодня там 2 тонны алюминия, завтра 4 тонны алюминия надо забрать. Каждый день, каждый день. Здесь очень много строительства, очень много строят. Вот возьми, земля маленькая, но в каждый город расширяется. Каждый город расширяется. В каждом городе ты видишь 10-15, какой 10-15? Около 50-100 подъемных кранов стоят и новые дома строят. Новые дома. Все новые промышленные зоны, новые сюда вкладывают инвестиции иностранцы, строят здесь заводы, то есть, ну, очень много. Это не ваша заслуга, это Аллах дает, кому пожелает. Вам Аллах дает. А почему Аллах нам дает? Ну, спасибо Аллаху, хорошо, Базарджук. Потому что вы на территории Ближнего Востока проживаете. Ой, спасибо Аллаху. Ой, если бы не Аллах, Приходите свободными.
Мажду. Спасибо ему, спасибо, передай ему от нас. Спасибо. Если бы вы в Греции где-нибудь проживали, там уже Зевс мог бы вас как бы взгреть. Зевс, он бы нас подогрел, да? Но тут интересный момент, знаете в чем? Те, кто про религию Аллаха и пророка говорит правду, им Аллах Спасибо ему, не дает. передай. Ну, Вот смотри, в чем проблема? Рамзан Кадырки, академику, тоже Аллах дает, а вы докажите, что не Аллах. Томсо, его личному врагу, тоже Аллах дает 1 300 000 и молоток подает. Аллах спрятался под кроватью, Да, это передал уже Тор, молоток короче, Томсо. да? Тор, короче, да? Ой. Кто нам только не дает. Ну, спасибо, спасибо, передай от нас, короче, от всего сердца. Аллах От души, дает, короче. кроме чеченцев. И чеченцам спасибо, короче, всем спасибо, короче, передай. Тут смотрите, я когда наткнулся на 47-ю суру, название суры Мухаммад, 7-й аят. Я не знаю, кому что Аллах дает, но тут Аллах сам просит о помощи. Помогите Аллаху, и Аллах непременно поможет вам укрепить ваши стопы. Как смешно. Иной раз это даже на сказку не похоже. И даже за анекдот невозможно считать, понимаешь? А ты сказки Это... Шахерезады читал? Сказки? Нет, не читал, блин. Но Ну, мне кажется, что там вещь, Камасутра, мне кажется, точно будет Камасутра. Нет, там вообще по реальные вообще вещи, чем про Аллаха там. Я тебе честно скажу... сказки Шахерезады. Я думаю, что восточные сказки Шахерезады, они вообще кем? Советским писателем были написаны или переведены были? Не, братан, это вообще... Я думаю, что те сказки, которые нам на русском языке читали, они прошли через сильную цензуру, и они были у нас не в первом экземпляре. Не как первоисточник, уже были переделаны. Перевод там должен был быть строго таким... Не, братан, это вообще старинная вещь, это там много мудрости. Там много мудрости. Не, сказки Шахерезады, это вообще, наоборот, это цензура в советском пространстве была, это раз. Это не распространяли, а вообще сказки Шахерезады, это вообще, это мудрость, которую стоит почитать каждому из вас. Там много мудрости есть. Мне нравилось повествования о Хадже Насреддине. Я их до сих пор иногда смотрю. Мне кажется, Хаджа Насреддин был еврей. Он ходил, этих султанов разводил, блядь, как... Ну, да. Это вот из этой серии, как да? Сказать? Да, из этой серии, смотри, сказки Шахерезады – это университет, а Насреддин – это, знаешь, это школа. Надо почитать тогда, вот в свободное время. Почитай, конечно, братан, это там братан, 100% даю тебе гарантию, блин, отвечаю, вот металл закончится, начну читать. Время появится. Это вообще, это мудрость, это супер мудрость. Ее стоит всем почитать. Вот кто шарит там туда-сюда или хочет шарить. Вот всем советую. Из Корана взятые картинки, все оттуда. Ну, 1001 ночь. Это вообще вот все англичане. 1001 ночь. Это все англичане перечитали, все французы. Вот так мы взяли все вместе и поверили, что вот красивая, роскошная Шахерезада удовлетворяла своего султана тем, что она читала ему сказки, а не делала ему этот... Ну, сами понимаете. Она его наебывала. Наебывала, чтобы... Нет, там был султан Шайтан там был, короче. Вот. И он, короче, каждую ночь там убивал, свою, как сказать,
свою, ну, это, наложницу, вот, а пока не попал на Шахерезаду, которая его наебывала. Каждый раз она ему сказки рассказывала. И, короче, говорила, вот, блядь, в следующий раз я тебе расскажу еще одну сказку. А он все думал, блядь, когда я ее уже убью, да? Когда у нее сказки закончатся. Здравствуйте. Здравствуйте. Приходите свободными. Машу вас. Казахское приветствие, уже все, хватит. Тут салам алейкум нужно. Да-да. Наливайком. Так, а что у нас этот потомок оккупантов? Военные, пот- военных вот этих вот, ну, короче, Колонизаторов. колонизаторов, да, солдат. Что это? Поднялся и сидит. Не, мы его используем против ислама и на утилизацию куда-то отправим. Путин делает сегодня, мы двойную такие сделаем. Сейчас он, короче, вот эти азаны, вот эти поют, муджаду ему головку в секир сделают при первой же встрече, иншаллах. Тут все давно пишут, включите Я азан. сегодня, машаллах, сделал. До нас Очень благое азан дело. включите, говорят. Я сегодня, машаллах, сделал очень благое дело. Альхамдулях, я сегодня свинину поел. Ой, какая она вкусная была. Аллах, наверное, на троне кувыркался. А я Да думал, ты ничего. бабушку через дорогу перевел. Не-не-не, это харам. Прикоснуться бабушке без махрама, там можно ее вожделеть и сразу можешь, короче, грех заработать. Приветствую всех. С одной стороны, Нельзя с бабушкой оставаться наедине, это 100%. чем ящериц есть, лучше свинину, я думаю, даже, чем ящериц есть. О, ветеран, вопрос не в том, что есть, а не есть, там ее не было просто, понимаешь, поэтому он запретил ее, да, свинину нельзя. Какая Не, свинина Валич, в пустыне? люди ящериц ели там. И сегодня даже показывают съемки, как они на рынке ящериц продают. Ну, представьте. Лучше Да, свинину. Сахих хадис есть, в котором говорится, что пророк кормил гостей ящерицами и саранчой. Бисмилля, да, саранчой. Бисмилля, да, гостей. Засандалил. И самое интересное, знаете, что сказал? Те посмотрели и спросили, посланник Аллаха, а почему ты не ешь? Да, просто мне не нравится мне что-то, ящерица. Я Гостей кормил уверен, сам. что верблюжью мочу они не пили, будто у них вода. Мы же знаем, почему верблюжью мочу. Потому что верблюд там столько воды пьет, и, соответственно, много мочи. Воды-то нету, приходится мочу пить. Монголы в походе, кровь лошадей, 4-5 лошадей у монголов было. Воды нету, они раз вену на шее, кровь пили и дальше так на ходу. Все, и шли, они уже, пока весь о них доходил, они уже на месте были. Арабам что, То же кроме самое, мочи? то же Воды-то самое в нету, Африке. приходилось мочу пить. Вот то же самое в Африке африканцы делают с буйволами. Они им в вену, в артерию стрелу выпускают, и у них, у буйвола идет кровь, и они начинают сливать эту кровь, потом затыкают ему рану, чтобы он не сдох, и пьют эту кровь. конечно, и моча будет полезнее, если нечего пить, конечно, она будет. Она выручала тебя в песках-то. Представьте, воды нет, конечно, моча, она полезна, она выручает тебя, спасает. Да, когда Монголы верблюда тоже шли, не вот было, я они друг повторюсь другу в еще рот раз. ссали. Они вот 3, 4, 5 лошадей у монголов, минимум 3 лошади было у них. И как-то у одной, у второй они пили кровь, под себя мясо клали под седло. И представьте, вот это мясо уже через какое-то время вообще было мягкое, его можно было так жевать. Они так шли. Арабы мочу пили,
У монголов-то когда- мочу пить не надо было, но там хватало им что. А у этих-то В ничего не было. исламе можно съесть свою жену даже, чтобы выжить мусульманину. Дозволяется Да. съесть свою собственную жену. Плюс Руку. аккуратно. Алло. Руку. Если не наелся, можно съесть ногу. Кстати, И жена когда должна Мухаммад ему рассказывает отдать про эту руку. ислам, Короче, слушаешь когда этих... Мухаммад рассказывает про... Извини. Не, говори теперь ты. Что-то со связью. Я, короче, Когда знаете, еще Хармат одну такую рассказывает тему про слышал. Когда было завоевание, это, знаешь, Ганнибала на Римскую империю, у них вообще, короче, один был там корм, это люди. Они хавали, короче, кого поработили. Когда Слушай, а что Хармат далеко ходить? рассказывает Вон про в Сирии, ислам, когда война я была, в представляю, Сирии... По этому вопросу у нас спецветеран. Он может сказать, хавали, не хавали. Вот А этого что я далеко нигде ходить? не читал. Вот Ты этого не нигде видел? я не читал, не слышал. Никто про это не упоминает. Ты не видел кадры, когда в Сирии была война, как сирийские эти игиловцы ели убитых этих сирийских, самых, как его... Сердца. Сердца их ели, да. Ты не видел это? Фильм Не, показывали. но это не из-за голода было. Это было, знаешь, как, типа они силу хотели их... Да, но я знаю из истории, что так индейцы делали. Причем тут арабы, я не понимаю. В карфагенской армии много было разных народов. И как представить, одни других ели бы. Не было такого. Никто не упоминает. Я всех этих авторов читал, и вот источники. Полибия, Тита, Ливия. О, Карфаген, Никто про правильно это не говоришь. говорит. О, про Карфаген, правильно говоришь. Про Карфаген, представьте, там ливийцы служили. Ливийские племена были. У него. Там нумидийские племена были. Там у него греки служили. Испанцы служили, испанские племена. Они Испанию захватили, половину Испании. Галлы были у него. Потом у него подчинения, луканы, брутты, апулийцы, там много было. Ну, представьте, одни других едят. Это же сказки. Да, и прям на поле боя. Не было этого, не было. Прикиньте, короче, загасили человека и сразу хавают его. Потому что голодные. Вот, может, Да нет, Вот я тебе вот не так говорят скажу, же, вот. нету такого, не было у него такого, ты что тут рассказываешь? Вон ветеран, Был. он знает, не говори. Ветеран лучше тебя знает этот материал, это он может тебе рассказать все. Меня слышно, да? Да. Вот как мусульмане лечат психологически больных детей. Вот они чем-то болеют, естественно говоря, да, они гонят, и мусульмане думают, что в них вселился джин, то есть шайтан. И они, короче, избивают этих детей, чтобы шайтан вышел из их тела. А женщин как они избивают? Ты видел, как он ей настройки эти, как его, как бы возвращает на старые настройки, обнуляет ее, по голове бьет ее, палец в рот засовывает, и вокруг много людей стоят, и все что-то там еще... Типа по умолчанию там возвращается. Да, и сначала слабо бьет, а потом так сильно бьет ей по голове, а ей больно уже, она прям видно по глазам, по лицу, что она недовольна этой всей историей. То есть, а он ей джинов из головы выгоняет, да, то есть, и что-то там еще говорит, это что-то за шаманские эти вещи, блядь, ритуалы. Еще костер бы разжег и с бубином вокруг него побегал. Да, ладно, он прикалывается. Я не понимаю, как они позволяют с собой так вести. Я не понимаю. То есть они идут и становятся, и вот он ей бьет по голове, и она ждет, пока это все закончится, и потом она поверит, что из нее шайтан вышел или что? Или как он ей там из шайтана, из промежности ног. Не видел видеоролик? Как из промежности ног он ей выгоняет шайтана. Она раздвигает ноги, и он там что-то колдует, что-то туда орет, туда ей в мохнатую лохматку. То есть орет туда, и что-то... И оттуда дух выходит какой-то.
Бля, даже противно представлять, нахуй, то, что... Ты представляешь, ты да? То говоришь. есть я вообще не понимаю, что это за такое... А потом другие посмотрят, скажут, это не ислам. Вот каждый, кто в себе представляет ислам по-своему, ему не нравится то, что вот делает другой человек, который проповедует ислам, и он считает, что это не ислам. А этот считает, что его ислам – это не ислам. А третий считает, что их двоих ислам – это не ислам, а его ислам – это ислам. То есть у них у всех разный свой ислам. Каждого возьми, да, то есть если они не находятся под единой идеологией, да, то есть у них у каждого свой какой-то фантастический ислам. Такое ощущение, как будто не к Мухаммеду пришел этот Гавриил, а к каждому из них пришел Гавриил и свой ислам на ухо нашептал им. Когда им что-то неудобно принимать, они говорят, это не ислам. А говорю, хорошо, а кто это? Это не ислам. Ислам не такой. А какой? Он другой. Блядь, ну объясни, какой. И потом Александр- сразу будет говорить, а у вас вот у иудеев вот так-то, и все. Да пускай говорят, Да. нам пофигу, что они говорят. Мы Здесь как бы... Пишут А нас всю про жизнь- Александра Македонского. Вот я помню, в школе я вот читал где-то в 7-м, 6-м, да где-то даже 5 классе, потому что когда 5 класс мы проходили, я эту книгу уже прочел. Там история древнего мира была в 5 классе, помню. Вот в школе Да, я да. помню, читала, так, «Сын Зевса», Воронкова, есть такая писательница, она написала «Сын Зевса». Позже я прочитал «В глуби веков», это уже под Александром Македонским в Персии. А «Сын Зевса» затрагивает его походы на Балканском полуострове, осада Фив, там, против трибаллов, как он против иллирийцев, геттов воюет во Фракии. Вот эти затрагивают его, как его отец покупает ему лошади за 13 талантов, это очень большие деньги, и как персидские послы прибывают в Пеллу, вот эти вот. Это... Ну, Александр Македонского был другой отец, и не Зевса, он там был вообще... Ну, Филипп II его отец. Филипп был его отец. Филипп Да. II его отец был. Ну, его 336 Одноглазый. году там убили его Да. ножом. А на свадьбе его дочери, его там есть такой Павсаний был. Его, видимо, споры там, или кто его заказал, или персы, кто, или там личная обида, говорят, некоторые были, что Филипп II не обратил на его жалобы внимания. Ну, разные версии. Даже некоторые говорят, что и Александр Македонский сам замешан в убийстве отца. Там, если говорить, там много можно о чем говорить. И вот эти 2 книги я прочитал в школе. Есть Ариан. Ариан – это древнегреческий. Он во времена Римской империи жил в Малой Азии. Он и сенатором был Ариан. У него есть поход Александра Македонского. И вот книга его. Плутарх пишет, у него сравнительное жизнеописание. Он сравнивает, допустим, Александра Македонского с Цезарем сравнивает. Там Лукула с кем-то сравнивает. Там греческих полководцев он сравнивает с римскими полководцами. Обычно он греческих, римских сравнивает друг с другом. Но и он и пишет про Артаксеркса, пишет, он это персидский царь. Про Кира не помню, но про Артаксеркса есть у него, Артаксеркс II. Вот я не помню, как Момзен, это уже европейский, это современный писатель, тоже пишет много там. У Плутарха, много таких читал я, вот, много про него кто написал. Его походе участвовал такой, это племянник Аристотеля был. Так, сейчас имя его вспомню. Калисфен был, вот я много раз упоминал, но Александр в походе его казнил, типа он участвовал в заговоре против него. А Калисфен высказывал свои позиции, что хотя он историком его хвалил, но в некоторых местах он выступал против него, и Александр, племянника вот, Аристотеля, казнил. Много обычно Я про вот него смотрел. пишут. Римские пишут про него. Ну и греки тоже пишут. Римские писатели пишут. Я вот смотрел видео, как зомбируют мусульманских террористов. Вот, допустим, как они оправдывают убийство там мирных людей среди женщин и детей. Они отвечают, это не люди, это не дети, не женщины, это джинны в облике людей.
Все, понимаешь, достаточно. Вот им достаточно этой информации для того, чтобы они безжалостно убивали людей. Все. Здесь еще вопрос, кто смелее был, Александр или Муха? Александр Македонский лично сам впереди возглавлял, водил в поход в первую, на правом фланге у него была гитары, это сподвижники конницы, гитары друзья царя. Они охранники, вот где-то 1800 человек, гитары. Вот на правом фланге он лично руководил гитарами во всех походах, даже в 334 году, когда переплавился в Малую Азию, битва при Гранике. Он первый вошел в воду, Граник переходил. И вот персидские сатрапы, я упоминал их, там Спифридат, Рисак, Арсит и Мефридат. Вот они его окружили, один мечом ударил в голову, шлем у него разломался. И этот момент, когда один заносил меч над его головой, его сподвижник Клит-младший, он тоже его в походе убил, этого Клита-младшего, это был брат его кормилицы. Вот он убил этого брата своей кормилицы, тоже убил он. Типа тот, в Перу он тоже там пьяно и где-то высказывал речи против Александра. И Александр его копьем пронзил. И вот этот момент, если бы этот Клит этому руку не отрубил бы, Александр был бы мертв. У него при осаде Газы Александр очень был серьезно ранен. По-моему, так, камень, по-моему, попал. Или стрела, не помню. Очень сильное ранение было. Еще помню, в Индии, когда осаждал крепость Маллов, он первый спрыгнул со стены. Два этих лестница сломалась, и он, хотя сломалась, он прыгнул, а которые хотели подняться, они не могли подниматься. Они не знали, что делать. И два его охранника следом за ним прыгнули, они его щитом хотели прикрыть, но в этот момент его стрела насквозь. У него столько ран на теле было. Он сам лично водил, первый участвовал, и воодушевлял он сам своим примером. Своим примером. В битве при Гавгабелах он возглавил этот удар. В битве при Иссе, благодаря ему, что он возглавил этот правый фланг. Это все сражения. Вот, и читаешь, вот, битве против трибалов, против гетов, читаешь все эти истории, он лично сам все это возглавил. Первым шел он. Но Муха, мы знаем, что делал. Он посылал население, представьте, в Песках, какие селения могут, 20 домов, 30 домов. У них какие армии, они еле выживают, какая у них армия может. Александр Македонский воевал против Персидской империи, которая армия несколько раз превосходила его. Он 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч армий возглавлял в битвах. А Мухи, какие армии? 200-300 человек посылал он население. Ну как можно его сравнивать с кем? Или с Цезарем сравнивать? Ганнибала сравнивать с ним. Ганнибал сам первый, как говорит, даже враги Ганнибала описывали, что он первый шел в битву, последний уходил. Враги даже описывали. То, что он вне лагеря спал простыми охранниками, не внутри лагеря, а снаружи лагеря с охранниками на земле спал. Ел то же самое, что и они. Это враги его так описывают. Ну, с Мухой сравнивают. Какие там сражения в Песках? Сами представьте. В то время, какие там сражения в Песках? С кем? Люди выживали там, ящериц ели. Мочу пили из-за того, что воды не было. Ящериц ели, потому что жрать нечего было. Как таких людей можно сравнивать? Я считаю, что все, кто создавал империи, это все не люди, это все кровожадные твари. Неважно, назови его красивым именем Александр Македонский, назови его Мухой, назови его Гитлером, назови его Сталином. Жестокие люди убивали, рабство обращали, да. Да, потому что в любом случае, когда человек переходит вот эту красную черту, и он убивает другого человека, у человека, тем более он это сделал намеренно и вопреки справедливости, и он убил, забрал чужую-то жизнь, разрушил чужую семью.
Александра Э, Македонского, он в 335 году, вот в Средней Греции есть область Биотия называлась, а там город Фивы был. И когда Фивы восстал в 335 году против владычества македонян, в этот момент Александр воевал на севере против иллирийцев. И до фиванцев дошла весть, что Александр Македонский погиб в битве против... В Иллирии погиб, типа. И иллирийцы восстали. И когда он это услышал, что в тылу у него восстали фиванцы, он договорился с иллирийцем, сразу через 2 вернулся под стены Фивы, и он фиванцам предложил там, типа, давайте подписывайте заново договор. Фиванцы отказались. Александр Македонский разрушил город Фивы, 6 тысяч человек убил, 30 тысяч обратил в рабство. И представьте, весь город, все, стены разрушил, весь народ фиванский, город Фив, он, 30 тысяч продал в рабство, 6 тысяч убил. Представьте, уже города нет. Но в конце другие его восстановили. Один из сыновей Диадохова, вот Александра Македонского, его восстановил город. То же самое, Ну вот вот. здесь пишут Пирсополь, вот когда они говорят, что они отдыхали там, Янчушка была у них, Пирсополь, он тоже, они разрушили, хотя потом, говорят, он сожалел, что этот город разрушил. Не, просто мы так устроены каким-то неправильным тоже, наша психология тоже неправильно сфокусирована, потому что большинство людей иронизируют этих людей, которые создавали эти империи, которые разрушали жизни людей, которые уничтожали на своем пути все. Их делают какими-то великими, их называют великий Ну, они так полководец. становились, величие их в войнах было, что они земли захватывали. Да, то есть я говорю, мы иронизируем это, мы должны это презирать, что люди способны на такое, и мы не должны их величие, то есть восхвалять, гордиться ими, ставить их в пример. Цезарь, когда воевал в Галлии, римский сенат против него дело возбудил. То, что он очень жестокие методы воюет. Цезарь уничтожил Галлию, современной Франции, 1 миллион галлов. Представьте, в те времена 1 миллион галлов. Там всего несколько миллионов. Он 1 миллион галлов. В те времена 1 миллион человек уничтожил. Римский сенат уже против него дело возбудил. Вы кто по нации, Александр? Еврей. Все, понял. Да, видно, что вы еврей, я так и думал. Просто вот мне один еврей рассказывал. Вот знаешь, почему вот христиане и мусульмане более агрессивны, чем иудеи? Я спросил, почему. Вот. У евреев, по-моему, есть какой-то стандарт мяса, чтобы оно было без крови. Как это называется, я забыл. Не поэтому мы агрессивные. Стандарт мяса обескровленное. Нет, я хотел сказать... Кошерное. Да. И он мне такое рассказывает. Кошерное, да, точно. Они же кошерное мясо кушают. И он мне рассказывает. Дело в том, что мусульмане и христиане едят мясо с кровью, им это дозволено. А в крови есть адреналин этого животного, которое зарезали и подали потом как еду. Из-за того, что в этой крови есть адреналин... Это очень примитивное объяснение. Это очень агрессивное объяснение для того, чтобы аргументировать, почему евреи не такие агрессивные. Я объясню, почему... Ребята, если у меня хуй не стоит, то что делать? Это нужно выпить Виагру. А я выпил, все равно не стоит. Блядь, надо менять женщину, точно. Обычно он стоит на то, что... Можно уже не отвечать этому человеку. Агрессия, знаешь, в чем выражается? Знаешь, такие почему вещи агрессия? не отвечайте. Это не такой канал, чтобы такими вещи отвечать. Я понял. Давайте я вам объясню, почему у евреев нет проявления такой агрессии, как у других народов. Не других народов, извиняюсь, а приверженцев других религий, таких как православие, католицизм и ислам. Смотри, православие
католицизм и ислам, их корень существования и такая многочисленность объясняется лишь одним, что все эти три направления, которые называют себя тоже единобожниками и как бы авраамическими религиями, хотя они никакого отношения к авраамическим... То есть они не ведут себя как авраамическая религия, да? То есть все эти три направления, они занимались всю жизнь ихнюю миссионерством. Более того, их фундамент их религии построен на миссионерстве. То есть и не просто миссионерстве убеждения, а миссионерстве захватнических войн и принудительного, допустим, если со стороны ислама это исламизации, и принудительного католицизма. То есть они заставляли другие народы под страхом смерти принимать эти религиозные убеждения. Вот. Евреи никогда миссионерством не занимались и никогда не склоняли к своей вере другие народы. Это еще отвечает на второй вопрос, почему евреи, как один из самых древних народов, который сформировался как народ под единым вероисповеданием, они же первые поверили в единого Бога, да? То есть среди всех народов. Почему они такие малочисленные? То есть малочисленность еврейского народа объясняется тоже тем же самым, что они никогда не занимались миссионерством. То есть они не склоняли другие народы и не заставляли другие народы принимать иудаизм. И до сегодняшнего дня они этим не занимаются. Александр, Вот. можно вопрос? Да. Если можно, конечно, да. А христианство где зародилось? Христианство зародилось на территории Израиля. На территории Израиля. Кто были те, кто заложили, первый камень и корень христианства? Смотри, те, кто... Это было миссионерство? Нет, это было не миссионерство, я тебе объясню. Смотри, миссионерством же начал заниматься Рим. Вот Рим начал заниматься миссионерством. Первый, кто принял такую масштабность, такую идеологию, как христианство, это был Рим. Это было католицизм. Подожди, а кто это христианство продвигало? Смотри, вот когда... Рима? Сейчас я отвечаю на вопрос. Смотри, не граждане Рима, а пленум, то есть сенат Рима. Это правительство занималось этим. Я тебе сейчас расскажу эту историю, как это все произошло, если тебе интересно. Нет, не надо, и это долго, потому что примерно я знаю. У меня к тебе еще один вопрос. Те, кого вы называете христианами в лице Иисуса и его апостолов, они себя христианами не называли. Они себя христианами не называли. Их потом, после того, как они уже умерли, давным-давно уже умерли, да, Константин, допустим, был распят крестом вниз в Ватикане. Да? Кто? Константин, последний из апостолов Иисуса Христа. Другому его когда он пришел да, то есть он был распят в Ватикане крестом вниз, да, то есть с перевернутым крестом. Ученики были Христа распяты, все, причем очень жестоко. Да. И теперь кто их распинал? Их распинали римляне. Теперь получается, что римляне в то время устраивали гонения не на крестьян, а на евреев. Да. А потом они назвали христианскую религию задолго после того, как уже убили всех этих евреев. А как называлась она в то время, в их время, после Христа, вот до 300 лет, до Никейского собора? Как они назывались? Вот смотри, история вообще их никак не называет. Их история, в Торе их вообще никак никто не называет. В еврейских летописях их вообще не описывают.
Александр, из этого следует, что кому-то очень надо было, и мы знаем, кому это было нужно, Риму, да, кому-то вот именно Риму нужно было создать идеологию, сильную идеологию, потому что их армия уже начинала, так как они были многобожниками, а многобожие их состояло именно в том, что их легионы были созданы из разных порабощенных народов. Это были разные порабощенные народы. И в то время, когда эти легионы начали видеть, что Рим ослабляет свое влияние на мировой арене, да, когда Египетская империя начинала возрождаться заново, да, то есть и Рим начал уже воевать, конфликтовать с Египтом, да, когда вот эти вот все начались новые империи создаваться, когда чингизиты начали появляться, когда халифат потихоньку начал формироваться, тогда еще был не исламский, а племенной, да, то есть, но из тех же народов потом появился ислам. Когда начал Рим проигрывать войны, то есть в рядах армии римской начались распи. То есть им нужно было срочно объединить весь римский народ под единой религией. Они увидели, как это работает у евреев, и они решили сделать вот эту историю про Иисуса, обвинить евреев, сделать их виноватыми, что якобы они его предали, а Понтий Пилат здесь ни при чем. Да, то есть он что якобы умыл руки, это все, это они все придумали историю. Это же не евреи придумали эту историю. У евреев этого все в Писаниях нету. Это все у Ватикана в Писаниях. Это они писали вот эту христианскую новую религию, которую сделали как католическая. Вот она была первая католическая христианская религия, под эгидой которой у них формировался Новый Рим. А во главе этой империи стал Ватикан. Вот. И они начали управлять. Понятно. Они начали управлять. Да. Христианство официально называется авраамической религией, ислам тоже. Смотри, христиане себя так называют. Мы их не называем, евреи их не называют. Мы как бы просто молчим на это, и все. Они хотят себя так называть, ну пускай А почему называют. они себя называют авраамической религией? Потому что они основываются на Торе, признают вот Тору, потому что без Торы Евангелие не действует, она только на ней основывается. Также и Коран. Да, и также и Коран. Поэтому они называются авраамической религией. Это разве не является миссионерством? Потому что с помощью христианства и Корана миллиарды людей узнали об Аврааме, о Саре, о Моисее, об остальных пророках, которые были. Причем цитируют их, на них ссылаются, в книгах у них о них написано святость ихняя, пророчество ихнее, все. Поэтому это весь мир называют, что это и есть авраамические религии. Да, но мы со своей стороны не можем это описывать, как будто мы им создали эти религии. Они сами себе это сделали. Они Как сами себе сделали? Все ученики, Иисус и его ученики были иудеями, евреями. Да, но они не навязывали эту религию. Ну да, Я тебе говорю, есть миссионерство. Нет, Не смотри, от греков. миссионерством они не имели армий, эти апостолы, да? Они не имели армии. Они единственное, что делали, ходили, рассказывали. Да. Понимаешь? Но миссионерство это когда ты рассказывать ты можешь, а верить, не верить, это уже сами люди решают, правильно? То есть, а миссионерство, и тем более они говорили не о иудаизме, они рассказывали о конкретном человеке, который был сыном Бога. Мухаммед рассказывал... Они опирались на иудаизм, они очень сильно опирались на Авраама, на Исаака, на Якова. И на они рассказывали, как все началось. Я могу Конечно. Да. Они не заставляли никого. И еще у меня один вопрос. Вот, Александр, почему вот вы, допустим, я до этого слышал, да, вот плохо говорили об Александре Великом, но у вас очень популярное имя Александр. И у мусульман популярное имя Искандер, что то же самое. Вот прям популярно. Своих детей называют люди с радостью, говорят, вот мой сын, он Искандер. Я тебе объясню. Во-первых, в Израиле это имя... Я тебе скажу, в Израиле это имя среди евреев, кроме как бывших
выходцев, евреев-выходцев Советского Союза. Я ни разу не слышал здесь какого-то еврея там из Марокко или с какого-то, я не знаю, другого какого, с Эфиопии, чтобы называли Александром. Единственные Александры, которые здесь есть, это выходцы из Советского Союза, которые сюда почему приехали. такая тенденция, Александр? Я тебе объясню. Когда Македонский пытался захватить Израиль, когда он шел на Израиль, ему постоянно снился сон, и к нему во сне приходил какой-то старик. И каждый раз, когда этот старик к нему во сне приходил, он выигрывал битву. Это даже описано у нас, да, то есть он выигрывал битву. И когда он дошел до стен Иерусалима, к нему вышел этот раввин, старик вот этот вот, встретить его. И они знали, что он разрушает города, склоняет их, как бы меняет им религию, меняет все, культуру и так далее. Во всех городах, где он прошелся, везде были разрушенные города. И они тоже боялись... городов построил. После того, как разрушил их. Сколько Ну, городов? Он 70 разрушил, смотри, городов. один город Персиполь, да? Знаешь, почему он его разрушил? Он, когда его войско уже... Не, да, я до конца отвечу на этот вопрос. Мы же запутаемся, я же не ответил. Да. И когда к нему вышел этот старик, он был в недоумении. То есть, потому что к нему вышел именно тот старик, которого он постоянно видел во сне. И этот старик как бы был его талисманом. И благодаря этому старику он пощадил Израиль, он не тронул здесь ни одного человека. И в Израиле он получил еду для своих солдат, воду для своих солдат, кровь для своих солдат. Короче, его встретили... Я считал, что Израиль, вот духовенство его встретило благосклонно, потому что он ничего против религии не имел. Израиля не имел. Да, я вам могу рассказать историю, которая хорошо. в книге у нас написана про встречу Александра. В наших книгах написано про его экстрадицию, как он встретился со стариками, с людьми не во сне, а наяву, как он встретился. Если Нет, так он его видел, сейчас расскажешь, вот он видел этого старика, одного старика он видел во сне, и каждый раз он выигрывал битву, и этого старика он увидел вживую в Иерусалиме. И вот этот старик, да, и он был в недоумении. И в знак того, что он пощадил Израиль и не убил здесь ни одного человека, не сжег город, раввинатом было принято все мальчики, которые в этом году родятся, все мальчики, назвать их именем Александром и признать это имя каноническим и еврейским. Для исторической справки я хотел дополнить. Вот южная часть, где Искендерун, турецкий город, в 333 году он у персидского царя Дария III выиграл битву. Битва при Исе называется. У реки Пинар. Сейчас современное название этой реки забыл, но тогда она называлась Пинар. Александр Македонский разбил персидскую армию, захватил жену, дочерей и казну захватил. После этого он вступил в Финикию. Финикия сопротивления не оказывала, хотя Финикия имела сильный флот. Карфаген основан был тирийцами, финикийцами. И эти города Библ, Сидон, Арад, Библ, все они его встретили. Дальше вступил Израиль. Израиль, он с израильским не воевал. Духовенство, он нормально, духовенство его встретило. После этого он начал Тир город осаждать. Старый Тир находился на материке, а островной Тир находился на острове. И где-то 800 метров от материка. И где-то 7 месяцев Тир оказывал сопротивление. Израиле там войны не было. Вот Тир оказывал сопротивление. Он захватил этот Тир. 8 тысяч где-то, могу ошибиться, где-то 8 тысяч тирян было убито, 30 тысяч было продано рабство. Тиряне просили помощи у Карфагена.
Потому что они основали... Карфаген в то время был сильной державой. Карфаген вел войну в Сицилии с греками. Остров Сицилия, это относится к Италии. И карфагеняне не смогли, как говорится, матери помочь. Но они своим флотом часть людей терян спаслись. Это остров, некоторые смогли спастись. Он 30 тысяч продал раб, 180 тысяч. А дальше была крепость Газа. Газу тоже он несколько месяцев. И при осаде Газы Александр сам был ранен. Тоже где-то 6 месяцев, по-моему, Газу осаждал. Там был персидский военачальник. После Газы, как входишь в Египет, у них была Пелузия крепость. Пелузия ему сдалась сразу. Персидский сатрап ему ключи отдал. А потом он основал в 332-331 году, основали Александрию его именем. На острове Фарос был основан город. Мемфис сдался ему. Это Так не что с остров. Израилем у него проблем не было. Духовенство его встретило приветливо. Даже ему там венки, можно сказать, они ему на голову надели. В Египте его, он оазис Сива называется. Вот. Там главный оазис. Там этот, который там главный, его назвал Там сыном храм Амона. Амону был. А сыном Там- Амона, там говорят, ему это предсказание было тоже. Это далеко поход в пустыню был. Даже персидский этот Камбис, сын Кира II Великого, его армия Погиб там. погибла, да. Там очень много, даже говорят, находили эти останки. Целая армия погибла Камбиса второго. Но я тебе скажу, что вот этот год именем Александром назвали всех мальчиков, но после этого больше не называли его именем А других Леонид, мальчиков. почему точно так же, как Александр, популярно Леонид? Леонид здесь Я нет, знаю, здесь да. нету. Все Леониды, в которых России, я здесь в знаю, Советском Союзе знал очень много евреев с именем Леонид. я тебе скажу, Советский Союз, евреи, которые в Советском Союзе назывались именами, да, они уже были ассимилированы и пропитаны. Уже не было ничего религиозного в этих евреях, по сути, потому что была запрещена в нескольких поколениях религия. От религия, чтобы к ней быть привязан, нужно ее изучать. Ну, Не они религию, историю помнили устно. Устно же помнили историю. Я Поэтому тебе скажу, с каждым вот, полупоколением забывалось все. Уже так не передавались знания, как сейчас в Израиле ты видишь, как они передаются, Хорошо. да? Я такого не видел в Советском Союзе. мире, посмотри, от Индии, Афганистана и до самой Турции. Почему очень популярное имя Искандер? Почему сам Чингисхан, он восхвалял, как сказать, он Да, Чингисхан тоже старался на него быть. Есть такое. Да, Вот он ты сам- про него, вот когда ты сам- вот- слышал вот- про вот- него, ему рассказывали, читали книги по истории, он им восхищался. Потому что все эти народы, которые ты озвучил, да, они восхищались всегда победоносностью. Потому что сами Он эти был племена молодой тоже были еще. воинственными. Он был молодой, Понимаешь? когда умер. Он Молодой. был благородный, знаете. 32 года, 8 месяцев Он было, царя, когда ему которого умер. побеждал, он предлагал дружбу. Он не говорил, что ты мой враг, я тебя победил, я тебя все Просто заберу. Он говорил, давай надо будем друзьями, учитывать и я возраст, тебе еще... когда он умер. Возраст, когда умер. 32 года, 8 месяцев. Цезарь все время жаловался, что когда ему 33-35 лет, он ничем не известен, он жаловался. Магомед, 32 года Магомеда никто не знал. 32 года, 8 месяцев. Представьте, молодым умер он. Вот здесь спрашивали, он умер, я немного, если интересно, расскажу. Когда он уже в Среднюю Азию, правда, Средняя Азия ему пришлось тяжело, в Сагдиане, в Бактрии против него подняли восстание сагдийцы, но их поддерживали саки, вот эти пустынные племена. А когда у него лошадь украли, Лошадь ему вернули, да, он сказал, что если не вернут, то он там всех вырежет. Ему лошадь уже на следующий день вернули. Но это уже после похода было, когда он вернулся. знаете, кто у него? У него украли вот эти вот степевые, да, вот кочевники, которых это невозможно было сейчас никогда эти догнать. племена, сейчас, Кадуси или сейчас, это где Мидия, Иране у него украли лошадь в Иране. Кадуси, по-моему, украли. Племена Кадусиев, если не ошибаюсь, надо вспомнить мне.
И он сказал это все разрушить вокруг, если не вернут лошадь, то ему лошадь вернули. Я что хотел сказать? Вот 2 года он провел в Согдиане, это Таджикистан, Узбекистан, очень сильное сопротивление. Там женился еще раз. Да, это дочери Аксиарта. Женился Да, он на там в Роксане. крепости, да, высокогорная крепость. Там он его потом... Ну, он женился, чтобы заручиться поддержкой всех этих племен. Да, И она, да, там говорят, он красивая был была князь. очень девушка, Роксана ее звали. Как... Отец был влиятельный человек сам. Да, как Аксиарт, почти он царь был вельможа, почти. персидский вельможа был. И вот 2 года он провел в Согдиане, в Бактрии. Даже его армия, там, не армия, этот отряд его был уничтожен. Где-то так, 2000 человек, 2000 отряд это был. Самый такой потери, где он даже при Гаугамелах, при Исе, такие, такой Да, урон не терпел, как при Политомете. Но это отдельный отряд, его заманили, они уничтожили. Вот потом в индийском походе уже воины устали, там уже эти муссонные дожди, говорят, змеи, и все, они устали уже, сколько лет хотели себе вернуться, деньги, богатство, все было. И они сказали, что дальше мы не пойдем. А он И, куда хотел дальше пойти, вы знаете? Он хотел, они говорят, Айкумена называлась там, ну, Тибет? мир весь, ну, вселенная, не вселенная. Ну как да, но вообще Айкумен. он хотел конкретно пойти в Тибет, туда. На Вот край он знал, Айкумена. Ну, да, он же был, как- посмотрите, он же был посвященный, он был философ, мистик. У него были Ну, знания рядом большие. с ним много ученых было. Очень Он много сам был ученых. ученый. Послушайте, он сам был Ну, ученый. ученик Аристотеля он был. Аристотеля Он был и- посвященный в знания. Он знал про гору Кайлас и вторую там Капа. Он тянулся в Тибет. Когда его Ну, войско отказало когда пойти с ним, ему 13 он лет сказал им: было- вы отдыхайте, а сам взял свой отряд и все-таки пошел туда, в горы. Когда 13 лет было, его отец ему нанял, Леонид был такой тоже. Но он ученик сейчас, кого был, я забыл, Леонид. И где-то 3 года Леонид его воспитывал. В 16 лет его начал воспитывать Аристотель. Аристотель, да. Да, Александр Македонский сам в 323 году умер. Аристотель умер в 322 году. На Вот год смотрите, позже. Аристотель был посвященный в мистерия. Его мать Олимпиада тоже была посвященная. Его отец посвященный, это как степень ученого, который знал много чего. И он тоже знал много чего. Поэтому он не был жестоким. Он всегда предлагал дружбу. Он знал, что дружбой Но он можно предлагал, больше да, дружбу добиться. предлагал он. С помощью Да-да. дружбы можно большего добиться, чем с помощью войны. Поэтому он царям, даже индийскому царю Пору, когда он его победил, полностью разгромил, он видел, как он дрался, он восхищался его Но мужеством. он сказал, Александр сказал ему, как ты хочешь, чтобы я с тобой поступил? Пор сказал по-царски. Никак. Он говорит, что я хочу, чтобы ты у меня, говорит, ничего не забрал. По-царски до этого он сказал. Он тогда Пору оставил его царство и прибавил некоторые области. Но до Пора он с Таксилой. Таксила был. Этот Таксила и Пор, они воевали между собой. А первый Александр появился на границе царства Таксилы. Таксила сразу ему подчинился, и чтобы заодно с помощью его с Пором расправиться. Ну, Пор, там река Гидасп называлась. На этом берегу Гидаспа произошло сражение. Пор в этом сражении проиграл, и его сын Пора погиб в этом сражении. Пор сам был ранен, он сидел на слоне, был ранен. И когда Александр сказал, как ты хочешь, он просто уважал, видел, как тот воевал. Он ему сказал, все, что твое, теперь мое, да? Он говорит, Ну, это источники. И он говорит ему, что ты хочешь, чтобы я что он тебе сказал, сделал? как ты хочешь, чтобы я с тобой поступил? Тот, типа, по-царски. И И он он ему сказал, оставил его по-царски, царство и прибавил еще некоторые области. Правда, когда Александр Македонский умер, его полководцы Пора убили. Да, Несколько потом лет много чего спустя Пора произошло. убили. А Пор был Вы верным знаете, Александру. он там тоже город поставил. В районе Пакистана есть город, который Александрия. Никея один город, где месте, где он Пора победил, он поставил город Никея. А в другом месте это у него лошадь Буцефал. Буцефалия. Буцефал. 2 И города еще- он основал в Индии. И еще несколько городов там же он построил с названием Александрия. В тех же Много районах. городов построил. Самый знаменитый, как мы знаем, в Египте, Александрия, в Средней Азии. Везде он много городов Их построил. 27 городов по всему его пути построил. Он с собой вез очень большое количество архитекторов,
строителей, вот все, как сказать, бизнес-торговцев. И он, любой город, он хотел, чтобы он процветал. Он считал, что процветающий город больше пользы даст, чем ограбленный, сожженный. А Персиполис, я вам Его скажу, почему большой он поджег. ошибкой считают, когда он возвращался из персидского похода, что он пошел хотя не следовало ему, был горький урок, что, как его, Семирамида, типа говорят, что потеряла в песках, это Пакистан, Иран, этих песках армию. Александр разделил свою армию на 3 части, там северная пошла, у него полководец, кратер был. Часть пошла с кратером по северной части. Флот пошел с Неархом по Персидскому заливу, а он сам повел часть через пустыни Гидросии и Кармании. И вот в этом походе, короче, он всю армию потерял и считает самой большой ошибкой, что его поход через эту Гидросию. Вот, что там столько народу он потерял. Не знаю, он до последнего у него не были много потерь. Вот были, когда он оставлял гарнизоны старых Нет, воинов. все историки, Смотри, все это когда он поход, оставлял через своих Гидросию гарнизоны, известно, что потерял армию. смотрите, когда он оставлял гарнизоны, да, в городах, которые они захватили, ну, там в этих гарнизонах были больные и старые, ну, воины, как Но он и представительство. наемников Вот оставлял их в убил. этих гарнизонах. Вот В на них гарнизонах нападали оставлял местные. наемников тоже. Да, вот на После них нападали, и их После смерти убивали. Александра эти гарнизоны, которые находились в Северной, в Центральной Азии, Средней Азии, они подняли восстание, услышав о смерти Александра Македонского, потому что в песках где-то, представьте, Средней Туркмении, Узбекистане, они подняли восстание, полководцы Александра подавили эти восстания. И смотрите, 1000 лет после смерти Александра там были города и государства маленькие, греческие. У них были своя валюта, была полностью греческая вот культура, поэтому, говорится, эллинистическое время было. Отдельные города сохранили, царства были, цари были, там в районе Пакистан, Афганистан, Персия. Можно сказать, даже там они основали греко-бактрийское царство, там Индии Да, но царство долго после его смерти существовали эти царства. Даже 100-му году относят. 200 с чем-то лет после него существовало царство. Существовало, да. Когда Александр Македонский дошел до Индии, воины сопротивлялись, потому что доходили слухи, что у индийского царя Чандрагупта у него очень большая армия. Что у него 2000 слонов, столько-то тысяч колесниц армия, и воины уставшие были. И вот представьте, муссонные дожди, которые не прекращались. Все свои раны, у всех раны. Вот когда Александр, он 3 дня, говорят, в палатке сидел, он не хотел отступать, он хотел дальше идти, а воины сопротивлялись. И Давайте я вам скажу про этот момент. Смотрите, они когда подошли к Индии, да, вот к Поровской армии, им сказали, что есть слоны. Но греки сказали, ну, у нас есть фаланга. И, в принципе, эта фаланга и победила. Фаланга, знаете, да, вот ребята с 6-метровыми копьями. На тот момент это было... Ну, сарисы Да, как бы это было, ну, сарисы. самое такое оружие. Вот действительно, они с помощью этих сарис 6-метровых копий победили. А потом уже армия стала и сказала Александру, что куда нам еще идти? Мы все, что, мол, могли завоевать, завоевали, мы хотим домой, Вот типа насладиться. его- Он перед ними стоял голый. Он говорил, посмотрите, у меня шрамов больше, чем у вас. Я, говорит, все золото, что зарабатывал, отдавал, говорит, вам, говорит, мол, и вы сейчас не хотите. А он хотел пойти дальше, он хотел Да, сторону до края Экумена, Тибета. конец земли, Он- вот да. Экумена называлась земля, до края Экумена хотел. А ему Он, дальше рассказывали, посмотрите, он спрашивал, сказали Индия, а он говорит, за Индией что? Говорит, Китай. И он Да, понял, он- что он не дойдет. Ему объяснили, что Индия, она обширная, за Индией Китай. Вот он тогда решил остановиться. А его спрашивали, его раньше еще спрашивали, вот что ты, вот мы это захватим, еще до Индии, говорю, там спрашивали, вот, а дальше что, и это дальше, вот и они называли ему это, а когда ты собираешься остановиться? Я хочу до края Экумена дойти. И когда ему сказали, что за Индией находится Китай,
и Индокитая. Он, если правда Дело у кого-то или у меня это? уничтожать вот таких, вот уничтожать полностью, и у него было на это и сила, и разрешение Когда было. он захватил Газу, он совершил... Потому что эти арабы дикие, они нападали. И он с какой-то частью армии небольшой, с легковооруженными, говорят, он легковооруженные, тяжелую пехоту он туда не взял, в пески это глупо очень брать. И гипосписту, по-моему, он взял. Гипосписты и легкую пехоту. Ну, легкая пехота, агриане, критские лучники. И он совершил поход туда. И говорят, один момент, когда они вокруг костра сидели, Александр, и арабы этот момент нападают. Александр. Ну, бедуины, кочевники. И как он их прогнал тоже. А нескольких, которые напали, он сам уничтожил. И он, как он их прогоняет. Есть такой момент, тоже пишут. Как он совершил поход. Не глубоко в Аравии, ну, так, не знаю, насколько глубоко. Ну, недалеко очень. Потому что с ним какой смысл ему там по пескам бегать? Сами при там ничего нет. Он бегал, потерял много войск в этой пустыне. Ему даже воду принесли последнюю. Он сказал, Ну, воду последняя, это говорят, некоторые пишут, когда он возвращался когда в Гидросе это было, из индийского похода возвращался, говорят. Некоторые там пишут, это когда он шел оазис Сива в Египте. Но большинство склоняется, Сива, что это было оазис в пустыне через Гидроси, Да. в Пакистане. Сива разве в Пакистане этот Сива в находится? Египте. Сива В в Египте. Вот там оазис это Сива. было. Он очень По-разному потерял. пишут. У одного я так читал, у другого по-разному пишут. У меня есть пару минут, давайте я вам расскажу про встречу Александра с израильскими этими, ну, вот как со стороны Израиля, когда пришли 2 или 3 мудреца, ну, как Аксакала. Когда Дарий проиграл все 3 своих сражения, полностью проиграл, израильтяне сказали, что у нас есть деньги, мы можем нанять наемников и спросил, в какого бога вы верите? Израильтяне сразу ответили, в одного, единственного. Македонский согласился с ним, потому что он тоже знал, что этот мир создал только один бог. Не создавали 1000 богов, а один создал. Именно Демиург, да, по-гречески. И он сказал, ладно, раз вы так ответили, забирайте это золото и принесите в дар в вашем храме вот этому одному богу, единственному. Потому что мы тоже знаем не о богах, вот которые, да, олимпийские, а единственном мы тоже знаем и тоже Ну, почитаем. кого евреи не любят, да. Антиоха IV Эпифана. Подождите, Антиоха я сейчас III закончу Великого. самое интересное. А ведь на самом деле у еврейских мудрецов цель была разведка, да? А он это понимал. Как бы он понимал хорошо. Он позвал при них, после того, как он им сказал, что возвращайтесь, заберите золото и преподнесите в храм вот этому богу, да? Мне оно не нужно. Как бы, ну, благородный жест сделал от себя, мол, несите золото и поставьте туда в храм. Он позвал 2 своих солдат из фаланги, им что-то сказал, они с улыбкой с ним попрощались, пошли, спрыгнули с обрыва и умерли. Вот эти еврейские лазутчики вернулись обратно, собрали свою знать и сказали, что эти греки не просто смелые, да, вот как бы камикадзе, там, не боятся. Они что-то знают про смерть, мы об этом не знаем, поэтому лучше с ними не воевать. И поэтому они отказались от этой идеи, чтобы нанять наемную армию и выйти против него. Они видели, что у греков, ну, не просто человек на смерть идет, а он что-то знает. Поэтому 2 молодых фалангиста, которые обнялись на прощание, улыбнулись и спрыгнули. Там, где они просто стояла их армия. Вот спрыгнули и погибли на глазах. Вот, и этим самым была была избежена война между Израилем, как бы, ну, того времени, как бы, иудеями и македонской армией. Вот не было войны. Один из приближенных его. А что ты себе оставляешь? Ты все же раздаешь там.
А он говорит, я себе оставляю надежды. Это Парменион спросил. Парменион. Да, это его, тоже убил он его, тоже убил его Вот сына. я вам скажу, почему он сжег Персиполи. Там было две причины. Когда он подходил, его войска уже подходили к Персиполи, а там уже все знали, что персидская армия проиграла. Из Персиполя первые вышли навстречу Александру люди искалеченные, без носов, без ушей, без рук. И он спрашивал, говорит, а почему, говорит, вы в таком состоянии? Они сказали, они были все, допустим, были хорошие, кто-то был художник, кто-то был какой-то мастер. И чтобы эти люди домой не вернулись после плена, их уродовали. И вот так этим самым они привязывали этого человека к себе. Потому что этот человек, допустим, без ушей уже не мог вернуться к себе на родину. И он оставался как бы на всю жизнь в Персиполе, чтобы работать там, и делать то, что... И он этих людей пожалел, у него он настолько как бы этим жестокостью, бессердечием местного этой знати, как бы на них настолько разозлился. Они вышли навстречу, Да. А еще и вместе с ним была одна баба, Гетера афинская, она сказала, за то, что персы сожгли Афины, мы тоже должны сжечь. Да, у Ефремова читал я книгу «Таис Афинская». Иван Ефремов или Олег Ефремов, Олег это артист Иван Ефремов. Таис Афинская тоже в школе читала эту книгу. Он же изначально вообще греков как поднял? Он же им не сказал Индию. Он сказал, пойдемте на Персиполе, отомстим за Афины. Первоначальная как бы идея была, что мы идем в Персиполе отомстить за Афины, за то, что персы сожгли Афины. Здесь пишут, как он умер. Он умер в 323 году, 10 июня, говорят, 10, а родился в 356 году. И он планировал, уже флот был его, уже готов был к выходу. Он хотел обогнуть Аравийское море, заодно исследовать его. И, говорят, они любили вино. И, короче, он сидел у одного, забыл я его имя. Его такое, тоже он часто с ним выпивал. И у него на попойке он после этого начал чувствовать себя хуже и хуже. Его отравили, скорее всего. Разные версии. Некоторые говорят раны, другие говорят даже, что на смерть Калифсфена, Аристотель. Другие говорят, его сын, его полководец Антипатр, наместник Антипатр в Македонии. Что Антипатр боялся, что он заменит его вместо другого. А вместо Антипата он послал в Македонию Кратера. Он должен был заменить Кратера. И может Антипатр через своего сына Кассандра. Говорят, тоже, там много вариантов. Но говорят, что это малярия. Это малярия. Знаешь, как было? Когда ему доложили, что племянник этого Аристотеля, его личный врач Александра хочет его отравить, письмо ему пришло, и он читает это письмо. А в это время и вот этот человек, его врач, этот племянник Аристотеля, подает ему бокал лекарств. Это другой момент. Это еще в самом начале похода, это в Тарсе, Турции. Да, когда его хотели. Он настолько доверял, что он встал и пил, и выпил. Это уже в Турции еще, когда... И в итоге все-таки, я думаю, его отравили все-таки. В то время это было популярно. Когда сказали, что вас хотят отравить, через врача. А врача тоже Филипп звали, как и у отца. Он дает Александр Македонский дает этот лист, где говорится, что тебя через врача хотят отравить. И этот лист он отдает врачу, чтобы он прочел. И отдав лист, он начинает пить его рук лекарства. И тому отдает. А тот удивлен, а этот после этого начинает пить. Это 334-333, перед битвой, перед Иссами. Друзья, я хочу извиниться, очень интересная историческая тема. Мне надо закругляться, поэтому... Доброй ночи, хорошего. Спасибо всем за стрим, за разговор. Всем благодарю за участие. Потом за тапы всем огромная тоже благодарность за подарки. И, закруглюсь коротко. Всем
оставайтесь, пребывайте, будучи свободными. То есть чеченское традиционное прощание. Марш, ой,